Теплица — это образовательный проект, который миссия на самом деле очень простая: познакомить IT-специалистов с некоммерческими организациями для того, чтобы они вместе делали гражданские приложения, которые будут решать социальные проблемы. Как появилась Теплица? Еще в 2010 году Алексей Сидоренко, руководитель Теплицы, он создал онлайн-карту помощи при пожарах, потому что тогда в 2010 году в Центральной России были мощные пожары, и карта помогала связывать волонтеров с теми, кто пострадал. И тогда, в 2010 году, стало понятно, что технология реально может помогать, и такие приложения, сервисы могут быть востребованными. И тогда стало понятно, что уже можно запускать вот такой проект, как Теплица. И у нас есть 3 мощных ресурса. Во-первых, это сообщество IT-специалистов, которые могут помогать вам решать технические вопросы различные. У нас есть онлайн-база в виде нашего ресурса, сайта, онлайн-база про общество и технологии. И третий ресурс мощный — это команда специалистов Теплицы. Мы консультируем, проводим хакатоны, проводим образовательные мероприятия, митапы в разных городах. Можно дальше. И я сейчас про каждое это направление хочу рассказать. Во-первых, даже давай дальше. Что-то немножко слетело, да. Ну, что касается образовательных мероприятий, хакатоны, мы про них уже говорили, то есть команды разработчиков, журналистов, социологов, аналитиков собираются и работают над каким-то продуктом, который вот потом, опять же, будет решать социальные проблемы. И мы уже за 6 лет провели больше 100 мероприятий, и в разных городах, причем это не только Питер, Москва, например, Воронеж, Красноярск. И даже давай дальше. Еще. Да, хакатоны на самые разные темы, которые, в принципе, нигде больше, наверное, не поднимаются. Я имею в виду то, что, чтобы создавать сервисы на такие сложные темы, например, как редкие заболевания, это очень ценные мероприятия. Так. И, например, мы любим делиться опытом. Например, первая конференция в России была, это НКО, представители некоммерческих организаций, благотворители рассказывали про фейлы, то есть не про успехи, а про неудачи. И я хочу немножко пару проектов, пример привести, что было разработано на хакатонах. Например, проект Donor Search в 2012 году выиграл у нас хакатон. Там была небольшая сумма на поддержку проекта. Его руководитель Руслан Шекуров из Казани. Он еще был руководителем Теплицы, представительства в Казани. И этот проект стал, он популяризирует донорство в России. И сейчас уже там в группе ВКонтакте у них 250 тысяч подписчиков. За 2017 год где-то больше 100 человек регулярных доноров. Идея, в общем, с помощью современных IT-инструментов привлекать молодых людей, сдавать кровь. И Руслан очень круто работает с Гуглом, с ВКонтакте. У них там есть различные акции, стикеры ВКонтакте, в Телеграме. То есть они вообще круто работают с этой темой. Еще один проект Red Balloons. Это медиапроект, созданный семьей Кислюк из Москвы. У них ребенок с редким заболеванием, мышечная дистрофия Дюшена. И тут суть в том, что это не только лендинг, не только мультимедийный проект, который рассказывает о редком заболевании, но он еще предоставляет паспорт пациента, потому что его тоже сложно найти, и если его можно распространять на другие редкие заболевания, как Игорь кричит. Да, например, онлайн-сервис Полина, тоже женщина, кто пострадала от домашнего насилия, тоже был создан на хакатоне от кризисного центра в Петербурге. Да, вот совсем недавний крутой проект, студентка из Красноярска, сервис коррекции дисграфии, тоже онлайн-сервис, там несколько простых инструментов, онлайн-тестов, которые можно пройти и понять, есть ли у ребенка отклонений, как бороться с дисграфией. Да, и все у нас приложения с открытым кодом. Что это значит? Что
любой разработчик может доработать этот проект, может адаптировать его в свой регион, неважно, где он, в каком был сделан, либо в Москве, вы можете его в Сыктывкаре, например, под свою среду адаптировать. Все проекты выложены на GitHub, код проектов. И что мы хотим еще дать активистам? Разумеется, навыки, которые помогут эффективно вам общаться в социальных сетях, эффективно использовать технологии. То есть, вот, например, на сайте у нас различные темы. Я поднимаю, я один журналист, кто пишет, еще у нас есть редактор Олег Гант. И вот мы собираем лучшие практики, то есть вот спикеры, которые сегодня на баркемпе, там ночлежка, такие дела, нужна помощь, Greenpeace, бременские консультанты, команда 29, это вот все мои ньюсмейкеры. То есть это люди, которые постоянно делятся опытом и успешно привлекают средства, успешно общаются со своими сторонниками в сети. И темы, тут статистика, сколько нас читают, в 2017 году там было больше 2 миллионов уникальных пользователей. Для такой узкопрофильной темы это, я считаю, что очень круто. Темы различные, то есть там начиная от искусственного интеллекта, виртуальной дополненной реальности, голосовых технологий, как это все можно применить в социальном некоммерческом секторе. У нас есть прекрасный автор видеоуроков Вова Ломов. Я рекомендую вам посмотреть его видеоуроки. То есть он, например, он недавно снял скринкаст о том, как Вова Ломов снимает скринкасты. То есть он садится и вот все показывает, как это все можно сделать. И какие инструменты мы, например, описываем. Я тоже тестирую этот инструмент, описываю, что понравилось, что не понравилось. То есть такое практическое руководство, с одной стороны. Вы можете на основе этого тоже ими пользоваться. Темы, опять же, особое внимание уделяем диджитал, цифровой безопасности, потому что сегодня, если ваш компьютер заражен, то, скорее всего, риск будет у всей вашей организации, всего вашего сообщества. Это очень, очень важно. Еще у нас есть свой онлайн-курс по сайтов на WordPress. Этот курс был достаточно популярный, он бесплатный. Больше 5000 человек его прошли. Как создать сайт? Ему очень много уже лет. Вот. И да, даем инструменты. И чтобы упростить работу активистов, мы создаем продукты бесплатные, конечно же. Про инструменты я уже сказала, что описываем их еще на сайте. А что касается конкретных продуктов теплицы, у нас есть такой плагин онлайн-лейка, плагин для сбора пожертвований в сети. В общем-то, уникальный тоже на российском рынке продукт. И больше 800 организаций собирают деньги, и это очень круто. До этого ничего подобного не было. Так выглядит форма сбора на сайте. И вот вопрос, который был, где же искать все-таки всех умных IT-специалистов, программистов, разработчиков, дизайнеров. Их можно искать на платформе IT-волонтер. Кто-то слышал про нее? Классно, с Андреем понятно. Да, IT-волонтер. Что? Да, Андрей у нас IT-волонтер, да? Ты ставишь задачи. Да, суть в том, что можно зайти на этот сайт, поставить задачу, то есть написать, например, мне нужно логотип разработать к концу недели, помогите, пожалуйста, либо нужен там шрифт, либо нужно, не знаю, инфографику какую-то сверстать, доработать сайт, сделать редизайн, в общем, все что угодно, на что вы считаете, у вас не хватает ресурсов, и там, сколько там у нас человек, там около 4000, да, зарегистрированных волонтеров. И вот там была классная история IT-волонтера. Дальше девушка, она очень хотела попробовать себя в СММ и столкнулась с тем, что ее никуда просто не берут на работу, потому что, опыта нет. И она нашла IT-волонтер, сделала нескольким фондам SMM-стратегию, наладила SEO, и, в общем-то, потом с этим портфолио она уже могла пойти к реальным бизнес-компаниям и предлагать свои услуги. Вот она описывает свой опыт. Что ей понравилось. Главное, что есть кейсы, с которыми можно работать, потому что у НКО ресурсов мало, зачастую своего СММ-специалиста, конечно же, нет.
А еще у нас была Академия IT-волонтера, то есть специалисты теплицы, опять же, проводили серию вебинаров там, про бренд НКО, про то, как запустить, продвигать свой сайт, вести социальные сети. Вот, так что такие события тоже проводим, в них можно участвовать. До этого был плагин чат-бот для создания чат-ботов Теплобот. Но вы заметили, что у нас все такие названия: Теплобот. Дальше будет еще Теплосеть. Что это такое, расскажу. Да, именно такой теплобот, например, есть у центра питерского «Антон тут рядом». То есть адаптированная версия вот для Телеграма. Тоже можно бесплатно пользоваться. Прекрасный Кандинский здесь у нас, и это следующий наш продукт, который называется Кандинский. В свое время на IT-волонтер поступало очень много запросов на то, чтобы сделать редизайн сайта, либо создать сайт с нуля, и мы поняли, запускали еще конкурс малых сайтов, то есть там несколько десятков сайтов мы создали за несколько лет, но просьб было так много, что мы решили разработать такой конструктор бесплатный для создания сайтов на WordPress. Вот, он называется Кандинский, и это 3 адаптированных шаблона, то есть есть шаблон благотворительной организации, шаблон инициативы, например, здесь вот про «Защитим Дубровина», про градозащитную инициативу, и 3-й шаблон организации, которая занимается сбором средств. То есть там уже встроенный плагин онлайн-лейка. Да, вот так вот выглядит весь сайт. Ну, то есть мы собирали лучшие практики, то есть здесь контент мы тоже придумывали сами на основе тех кейсов, которые мы видим, типа как писать лучшие фандрайзинговые тексты, новости, описание команды, как вот уйти от этого чиновничьего языка, как сделать описание действительно интересным. То есть если вы сомневаетесь, не знаете, как написать новость, заголовок, например, сформулировать, либо описать свой проект, зайдите на Кандинский, посмотрите, как мы там это делаем. Вот, опять же, это все можно установить за несколько часов, и у нас для тех, кто хочет себе создать сайт с нуля, есть, например, сообщество в Телеграме разработчиков, которые уже создали сайты, там можно задать вопрос, что-то, если непонятно, можно его задать, либо посмотреть уроки Вовы Ломова, он тоже там объясняет, как это все устанавливать. Да, ну еще такая глобальная цель, мы хотим, чтобы сообщество активистов, НКО, оно, в общем-то, эффективно сотрудничало и с крутыми специалистами, чтобы они были, ну, как на уровне бизнеса себя вели, а не то, что мы там бедные, несчастные, дайте нам денег, можно делать крутые продукты, и при этом вам тоже будут жертвовать, потому что это классно созданный продукт. У нас есть такая программа «Пасека». Это сообщество студий, веб-студий, агентств, которые работают с НКО на основе пробона, то есть бесплатно, либо по заниженной цене. Я сталкиваюсь всегда с таким мнением со стороны активистов, что ну как же мы пойдем там просить к профессиональному агентству помощи, они нас, ну точно они нам откажут, и нет, никогда. Но на самом деле у коммерческих компаний есть высокий запрос на создание, на работу с такими сложными темами, но они для них очень интересны. И так, например, работает Ночлежка, которая работает с профессиональными видеостудиями, снимает там видеоролик к Новому году, который собирает невероятное количество просмотров и, ну, конечно, повышается сбор пожертвований. Вот. Поэтому не нужно бояться приходить к профессиональным студиям, а искать их можно на сайте программы «Пасека». Там больше, да, 126 участников сейчас. Вот, и руководит этой студией у нас Алексей Клесов. Он, например, еще круто работает с такими IT-гигантами, то есть у нас периодически запускаются акции, например, бесплатный доступ к CRM НКО. То есть CRM — это продукт для взаимоотношения с клиентами, в бизнесе все его используют, а в НКО таких решений еще почти нет. И вот Леша договаривается, давайте дадим бесплатный доступ, либо дадим бесплатный доступ к хостингу TimeWeb. И, в общем, этим всем можно, конечно, пользоваться и нужно пользоваться. Да, например, такой медиапроект тоже запустил фонд «Живи», помощь взрослым и дизайн-бюро «Верстак». Это лендинг про детский лейкоз. И он выглядит очень круто, визуально красиво. То есть если бы не дизайн-бюро,
понятно, что фонд сами своими силами не создали такой проект. Там можно пройти тест, то есть статистика тебе тут, можно поддержать тот же проект с помощью, отправить пожертвования. Вот. И такая информационная кампания, красивая визуально. Это последний наш продукт, запущенный весной этого года. Такая очень длительная история, очень классная, потому что раньше у теплицы было представительство в нескольких городах, в 10 по России, но мы решили, что городов в России слишком много, а мы хотим влиять, в общем-то, на всю страну. И в целом, когда в регионах как бы такого нет здорового активизма, либо это молодежные парламенты, все фиктивно, либо там такой активизм, за который за тобой точно будет следить Центре, или что-то такое вот. Нет здорового активизма, где можно ощутить как бы силу свою, что ты действительно можешь что-то в своем городе изменить. И мы решили создать такую карту для активистов или для лидеров, для тех, кто хочет попробовать себя в социальных, общественных проектах. И мы создали бесплатную онлайн-школу «Теплосеть». Она называется... Да, теплосеть. В общем, вот уже несколько месяцев прошло, у нас 800 участников зарегистрированных. Это все в формате игры, чтобы не умереть со скуки вообще. Вот, и графикация процесса. И мы даем конкретные навыки, которые вы можете прокачать по нескольким блокам. Можно даже назад. Да, так и выглядит игровое поле. Да, вот первый, например, блок про саморазвитие. Тут мы рассказываем, то есть команда теплицы записывала видеоуроки, там есть тесты к ним, еще у нас были контент-партнеры, то есть мы сами собирали этот контент, потому что в России вот ничего подобного, такого инструмента не было просто. Вот, саморазвитие, про публичные выступления, как работать в команде, вот сейчас про гибкие методологии а-ля Scrum, и все вот это мы рассказываем, как вести деловую переписку, например, как создать свое сообщество, как объединить людей, вдохновить их, вот вплоть до конкретных инструментов. Там, вот, например, дизайн мероприятия, как организовать митап, либо хакатон в своем городе, образовательное событие какое-то. Веб-технологии, опять же, создание сайта до ведения социальных сетей и прикладные навыки, как снимать видео, как писать тексты, как продвигать свои материалы в социальных сетях. И важный блок про гуманитарную грамотность, там про социальное инвестирование, например, про теорию прав человека. То есть такие фундаментальные вещи, которые активисту тоже хорошо бы знать. Да, опять же говорю, что это все в формате игры. И контент-партнеры, вот у нас были, мы вместе делали эту школу например, с HTML Академией, с Московской школой прав человека, со степиком, с кислородом. То есть это такие блоки, которые нам сложно было бы самим создать материал на эту тему. Еще у нас есть чат в Телеграме, где вы можете в него вступить и познакомиться с активистами из разных городов, задать, например, какой-то вопрос, либо поделиться своим проектом. В общем, вот такая тоже сетевая вещь, которая призвана объединить нас всех. Сколько у меня есть еще? Сколько-то времени? Времени уже все. Давайте перейдем к вопросам. Есть буквально 6 минут, чтобы задать пару вопросов Наталье. Если есть вопросы, поднимите руку и задайте. Помните, что мы даем баркоины, которые можно будет потом потратить. Я не про все рассказала, конечно же, инструменты теплицы, но мы можем с вами вот... Скажи еще раз всем, что это все бесплатно. Это все бесплатно, да, это все интересно. И, в общем, создано для того, чтобы вы этим пользовались и умели. Мне кажется, можно, если нет вопросов, то можно подробнее рассказать про теплосеть, потому что... Нет, может быть, есть, подожди, давай. Есть? Но мне кажется, пока нет. Я думаю, что Наташа будет еще тут 2 дня, и к ней можно приставать.
Просто вот эта школа теплосеть, она очень крутая. Я ее сама, например, тестировала, я из Кирова. Вот. Я тоже. Да, и она очень крутая, там на самом деле очень интересные блоки, ну, то есть саморазвитие там понятно, да, но есть какие-то вещи, там, типа даже СММ, да, или, например, права человека, то есть такие вещи, которые, ну, вроде бы мы все с вами понимаем, но круто бы это все закрепить. И еще второй плюс, то, что это, знаете, не как какие-то курсы, например, там, я не знаю, идет текст, это видео, это вам нужно решать какие-то тесты, то есть это реально очень круто, это затягивает, и это не скучно, да, то есть, что самое интересное, вот, вы себе зарабатываете там определенный рейтинг, его потом можно даже на какие-то вещи потратить, то есть там, по-моему, какую-то помощь получить, да, в плане создания какого-то продукта потом, да. Ну, еще плюс в том, что мы вручную проверяем задания, то есть не то, что вы там что-то отправили, про вас забыли, мы дадим обратную связь. У нас Мария Борисенок, координатор этого проекта, она региональный координатор вообще теплицы, вот она прям круто работает с сообществами, с формированием команд. И у нас такой бонус, сейчас вот лидеры участников, много участников из Кургана, и мы такой конкурс объявляли, где будет больше всего участников, мы приедем в этот город небольшой, до там, чтобы не больше 500 тысяч населения жило, ну, потому что нужно вот там прокачивать сообщество, и мы проведем там хакатон. Вот в Кургане мы будем его проводить, поэтому я призываю Сыктывкар тоже присоединяться к нам, и мы к вам приедем и проведем что-нибудь. Да, хакатон это что? Это деньги на ваш проект. Да, да, там есть призовой бонус. Да. Вот. Ну все, да. Спасибо, Может, есть еще у спасибо. кого-то вопрос? Сейчас на порядок. Да, Хорошо. да, спасибо большое.